Эффективность российской вакцины от коронавируса научно доказана. Так можно обезопасить себя и окружающих. Прививочная кампания в регионе идет полным ходом. Первым компонентом вакцины от коронавируса привились более 70 тысяч человек. Обоими компонентами более 50. Всего регион получил около 78 тысяч комплектов вакцины. В ближайшие 10 дней ожидается партия из более чем 9 тысяч доз. Если вакцинация – дело добровольное, то ношение масок в общественных местах остается обязательным. Сотрудники Роспотребнадзора провели рейд по торговым точкам, общепитам и заведениям сферы обслуживания. Итоги проверки в репортаже Зелимхана Калуева. Сотрудники Роспотребнадзора застают врасплох городских предпринимателей. Масочный режим и меры предосторожности еще не отменяли, хотя никто их соблюдать не спешит. В одном из крупных столичных супермаркетов слишком расслабились. Отсутствуют разметки, у входа ни масок, ни антисептиков. А обслуживающий персонал, по словам проверяющих, взялся за средства после того, как увидели людей в красных погонах. Журнала уборки помещений также не нашлось. Генеральный директор будет приглашен к нам на составление административного материала. Материал будет передан в суд для дальнейшего реагирования и выдано предписание по устранению выявленных нарушений. Также ежедневно данные рейдовые мероприятия нами будут проводиться, и при выявлении нарушений также будут составляться административные материалы. Гендиректору грозит штраф от 150 тысяч рублей. Между тем, в супермаркете хоть и в меньшинстве, но есть покупатели, которые не пренебрегают эпидмерами. Нужно ли масочный режим соблюдать? Нужно. Нужно? Нужно. Вот вы единственный человек в этом магазине, и перчатки у вас есть, да? Да. Вот смотрите, вот почему люди не осознают вот всю серьезность? Наверное, не коснулась просто, Вас поэтому не коснулось? осознают. Меня в какой-то степени коснулось, у меня практически все в семье переболели, но я сама берегусь, потому что я знаю, что мне нельзя болеть. Поэтому я берегусь. Лучше все-таки, да, соблюдать меры. Соблюдать. Заглянули сотрудники и в крупный детский магазин. Тут картина совсем другая. Антисептики и маски на видном месте. Сами консультанты защищены. Разметка также отмечена. Единственное замечание – нет предупреждающих вывесок. Вот эти объявления тоже. Без масок не обслуживаем, соблюдайте масочный режим, соблюдайте социальную дистанцию 1,5 метра. Антисептики, запас дистресс, это ложка, чтобы обрабатывать ручки, там, оборудование, да, столы, дезинфекция. Обязательно повешиваем. Все у нас есть. Число зараженных коронавирусом растет, а значит ситуация остается нестабильной, отмечают специалисты Роспотребнадзора. Поэтому так важно соблюдать необходимые меры. Ухудшение ситуации объясняется в том числе и пренебрежением санитарными требованиями. Горожане слишком беспечно относятся к средствам защиты, так что масочный режим ужесточается. Тотальные проверки идут в транспорте, кафе и торговых центрах. Под прицелом все места общественного пользования и сфера обслуживания. Нагрянули надзорные органы и в Центр госмуниципальных услуг. Здесь такие же нарушения. Разметка отсутствует. Пока нарушителям устное предупреждение. Обязательно маски. Посетители тоже предупреждайте, что без масок вы их не обслуживаете. Обязательно антисептик для дезинфекции рук предоставляем. И социальная дистанция обязательно, чтобы здесь люди не толпились, да. Если у вас здесь скопление будет, да, чтобы они по очереди заходили, да, 1,5 метра. Эти меры обязательно. Не оставили без внимания и крупный торговый комплекс в Назрани. Тут намного строже с масочным режимом. Без них охрана не пропускает в помещение. Забыл дома, купи у входа. Информационные листовки никто не снимал, ведь пандемия не закончилась. Детально проверяются салоны красоты и магазины одежды, но как таковых грубых нарушений не зафиксировано. То, что вот люди говорят, что это бизнес, чтобы для того, чтобы свои маски продать, это все слухи. Это нехорошие люди так говорят, которые не сталкивались с этой болезнью. Это очень коварная болезнь. Мы говорим, если вы хотите, да, посещать торговые центры, общественные места, пожалуйста, надевайте маски. Если вы будете дома сидеть, то вас никто не заставит одеть эти маски. Если вы уходите на улицу, в общественное место, то будьте добры, да, одевайте маски. Следующая точка – этот торговый комплекс. Здесь предприниматели тоже разделились на соблюдающих меры и нарушающих. У одних есть разметка и маски, у других нет. Продавцы объясняют это тем, что не в курсе ситуации. Заболевание этого вируса уже не сегодня, не один месяц. С прошлого года вы знаете, что очень много заболеваний, очень много смертности было. И вам не надо говорить, что администрация вам что-то предложила. Это все элементарно. Вы смотрите телевизор, средства массовой информации, вы в компьютере, в интернете. Вы должны знать, как, если вы предприниматель, вы должны знать, что необходимо на вашем предприятии должно быть. Антисептик, маски,
разметки мы от вас многого не требуем. И элементарного у вас нет. Сотрудники приглашают предпринимателей в надзорное ведомство, где на них составят административные материалы, а физлица оштрафуют участковые полиции, которые также принимают участие в рейде. В Роспотребнадзоре отмечают, либо соблюдаем условия, либо закрываемся. Владельцев торговых точек мы сегодня объясняем, если они хотят работать, да, то, пожалуйста, с соблюдением всех наших требований, вот этих требований по профилактике вот этой коронавирусной инфекции. Если они отказываются выполнять эти требования, то мы даем и предостережение, и указания вот руководителям торговых точек, чтобы они вот уже принимали меры в отношении них и не давали им, работать. В Роспотребнадзоре заявили, проверки будут проводиться ежедневно и повсеместно. Зелимхан Кылоев, Акрамат Досхоев, Новости 24.